В эфире программа «Актуальное интервью». У нас сегодня в гостях Джамбулат Сардалов, сотрудник Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы правительства Чеченской Республики. Джамбулат, Машо. Тема нашей беседы сегодня, диалога «Россия. Западный мир». И так как Джамбулат у нас является политологом и человеком, который всегда анализирует те либо иные события, происходящие в мире, мы говорим именно на эту тему. Вот. Понятно, что Россия не была, так сказать, своей для западного мира. Это показывает история взаимоотношений наших двух континентов. Как вы думаете, есть ли шанс, что будет сближение, взаимопонимание или некое перемирие? Хамзат, на разных этапах взаимоотношений русского мира и в частности, европейским миром были моменты, когда горе сближало. Например, те же самые европейские войны, когда ряд государств вместе с Российской империей против Наполеона воевало. Или же союз Антант, например, да, когда остатки императорской армии России воевали против общего врага немцев. Да. То есть разные вариации были. Но опять-таки же это все было ситуационно, то есть по интересам на краткий политический период. Что бы то ни было в долгосрочной перспективе, смотря на историю взаимоотношений, понимая, что не было этого. И России не приходится чем-то таким большим из инструментарием довольствоваться, только лишь ситуационные временные союзы, не более. Я бы так ответил. Рассчитывать на большее не приходится? Ни в коем случае. Потому что если мы, как сторона, имеющая отношение к России, будем соотносить свои действия с надеждами, чаяниями в отношении западного мира, то мы проиграем. Я уже говорю о нашей республике. В целом в России то же самое происходит. Ну, Хамзат, посмотрите, пожалуйста, на 90-е годы. Да? Что это было? Чем это не было, мягко говоря, оскорбительным периодом в развитии этой страны? Под лозунгом демократизации нас кормили, в кавычках, ножками Буша, сказками о том, что мы пришли в свободный мир. Россия думала, что она пришла на равных условиях. Оказалось, что в роли, я грубо, может, скажу, джамшута, не более. Это не к лицу такой великой стране, как Россия. Я коснулся истории отношений России и западного мира. А могли бы вы привести характерные примеры, говорящие о них как о явлении мировоззренческом? Я бы сказал так, что внешняя политика Запада, естественно, это отражение мировоззренческой политики, всего целом западного мира. В отношении остального мира слишком жесткая, экстремистская, я бы сказал. Для примера, тот же самый западный капитал. На чем он основывается? Мы же знаем прекрасно. Это грабежи, колониальная политика стран третьего мира. Миллионы рабов, чьи потомки сейчас живут в той же самой Латинской Америке, в Штатах. Да, сейчас белый человек там немного откупается от тех, кого они завезли когда-то, да, в 16, 18, 19 веках на свой континент. Но никогда Запад людей иных цивилизаций не считает себя ровней. Вот первый постулат их мировоззрения. Только мы носители великой цивилизации. Спрашивается, по какому праву? Например, когда конкистадоры пришли на берега того континента, который потом назвали Америкой, там жили индейцы с высокоразвитой цивилизацией. Они делали даже операции по извлечению разных инородных предметов из тел, когда человеку нужна была помощь, по
хирургической линии, масса операций также ими проводилась. Были свои календари. Что принес белый человек Календарь туда? майя. В частности, Ну, что кстати. это приношение, мы просто возьмем, Да. вычеркнем, да, из этого всего, что все остальное позитивно, а вот Да. жертвоприношение это не позитивная Да. тема. Ну, у каждой Хорошо. цивилизации плюсы и минусы есть. Хорошо, а что тогда Вкратце. сегодня Запад России предлагает, по вашему мнению? Рабство. Рабство и быть, как один из американских политиков говорил, бензоколонкой мира. Вот и все. То есть обслуживать интересы мирового капитала. Я сейчас не говорю с точки зрения марксизма. Кстати, говоря о Марксе, я считаю, что ни он, ни его друг Энгельс не могли бы появиться в России по одной простой причине. Не было тех экономических и мировоззренческих причин для появления таких глыб, я бы сказал. Да, они повлияли положительно на развитие западного мира, экономики в частности. Ну, мы знаем, что социализация капитала произошла только лишь благодаря наличию, существованию в мире советской власти. Буржуа просто испугались, что у них могут быть революции, поэтому они пошли на попятную, дав хорошую оплату, ну, более-менее сносную, рабочему классу, те или иные явления, что формирует соцпакет. Хоть какие-то были, да, азы к этому, основы. Те же самые, вспомните, митинги, стачки, даже были случаи, когда в истории начала 20 века, когда на грани революции стояла та же самая Германия. Это все отголоски и влияния советской власти. Вот, то есть западный мир не только порождал идеологии социального или же антисоциального характера, но и один только маленький плюс можно поставить — адаптивность использовал и выражал. Именно поэтому западный мир остался на своих ногах. К сожалению, некий догматизм захватил сторону восточную, то есть это бывший Советский Союз, и косность мышления, слишком сильный догматизм, опять-таки, привел к краху этой системы. У Запада все же более-менее они адекватно к этому относятся. Но я вам спешу сообщить, я думаю, многие специалисты меня поддержат в той мысли, что Запад стал почему-то копировать состояние советской власти 80-х-90-х годов. То есть это косность мышления, это отсутствие прагматизма. Та же самая ситуация с Украиной, да? Нет, чтобы все-таки поискать возможность мира, переговоров. Нет, они идут в лобовую. Это не характерно для Запада. Вот ради чего это? Потому что Может быть, вопрос в том, что экономические большие группы, либо группировки, как это их назвать, что-то не поделили между собой, и те, у кого есть больше влияния и силы на ВПК, на армию, на спецслужбы, просто решили пойти и сделать свой шаг. я нахожу лишь один такой дохленький ответ в том плане, что военно-промышленный комплекс Запада на этом бешено зарабатывает. Да, плюс есть. Но неужели на Западе нет тех людей, которые могут сказать: стоп, дорогие мои, ВПК непродуктивен по сути своей. Да, как вы сказали, некоторые финансовые группы могут на этом перманентно заработать. А дальше что? Почему на будущее не думает тот же самый Запад? Ради чего эти кровопролития, это убийство массовых людей? К чему это может привести? Вот тут я вижу некий догматизм их идеологии, что сродни даже советской модели. Как бы вы охарактеризовали состояние тех отношений в разрезе ситуации на Украине? Вы знаете, Украина, к сожалению, стала площадкой противостояния двух миров. И это, к сожалению, не искусственное явление. Буквально, если в историю посмотреть, с XVI века эта территория была территорией раздора, конкуренции, противостояния России и Европы.
Тут есть и момент религиозный, он очень сильно влияет, униатство, католицизм, что насаждался среди, по сути, того же самого русского населения. Ведь там же русины, западенцы, это просто те же самые русские. Вот по происхождению, наследственности, если посмотреть, те же самые галогруппы, та же самая кровь. По сути, дерутся между собой два брата. Восточный русский и западный русский. Да, разница в языках, но это не столь существенно. Получается, что Запад готов идти на истощение даже не только России, но и собственных сил. Какой тут резон, я не могу найти точный ответ. По вашему мнению, украинцы это близкие русским народу, либо это все-таки чуждый, ставший чуждым народом? Вы знаете, в истории между двумя этими ветвями одного народа вспыхивали конфликты. Было это. Дрались очень мощно, кроваво. Но в конце концов это приводило к тому, что Россия побеждала. Да, делила свои территории. Ну, вспомните, как Ленин подарил в 1918 году, если не ошибаюсь, Донбасс. Полностью отдал территорию, исконно русской территории, для того, чтобы как-то убавить, сбить, скажем, аппетит мощного украинского национализма. Удалось ли это? Нет, конечно. Это было воспринято украинскими националистами как некая уступка. К сожалению, так они восприняли. Мы же помним, что даже на тех русских территориях коммунисты требовали изучения украинского языка, который даже в Киеве особо не был популярен. В Киеве на начало 20 века около 10% больше не было украинцев. Вот маленький пример. Я все-таки думаю, это два близких народа, которых пытаются все-таки сделать чуждыми, но все же, я думаю, ума хватит, мудрости у украинцев, чтобы попытаться найти мира. Найти, он должен быть. Иначе они идут буквально под, скажем, не просто истребление, нет, это не истребление, а самоуничтожение. Не думаю, что они чужды. Как бы нам ни говорили, что русские с кем-то перемешаны, там финно-угры, тюркская кровь, монгольская, еще что-то. Это один и тот же народ, который просто не смог найти между собой языка. И вот финальный вопрос. Какое место занимает СМИ в диалоге России и западного мира? Ну, как мы знаем, СМИ – это рупор власти и общества, место, которое не просто вещает, но и формирует мнение, общественное мнение страны, даже человечества, можно сказать. Мы видим, с каким остервенением западные СМИ смакуют любую информацию из России и о России. Вот, например, интервью Путина американскому журналисту Карлосу Такеру, да, нашумевшее. Так и пытается принизить, сделать из него какое-то шоу, немного с элементами юмора, что ли. Но не получается, потому что Карлос Такер, он обнажил те проблемы, на которые нет пока ответа у западного мира. Западный мир прет как танк на Россию. Вряд ли это принесет мира и спокойствия Европе, в первую очередь, потому как у России очень богатый опыт победы. Посмотрите просто в истории, это не я говорю, это история. Все затяжные конфликты Россия выигрывала. Краткосрочные чаще проигрывала. Вы видите, что происходит здесь, да, в отношении между Россией и западным миром. Да, собственная территория, Украина — это собственная территория. По сути, я уверен, что Россия может победить. Какой ценой — другой же вопрос. А СМИ стараются лить воду
я говорю о западном мире, на мельницу войны, к сожалению. Наши же СМИ стараются не только поднять дух патриотизма, но и выдавать оперативную информацию, как она есть. Да, естественно, с той и с этой стороны пропаганда, конечно. Я вообще, знаете, сторонник доброй пропаганды. Она бывает разная. Плохая и хорошая. Вот я за хорошую. Я сказал, что финальный вопрос, и все-таки вот финальный вопрос будет следующий. Что может ожидать Россию в этом году в контексте событий на Украине и Ближнего Востока? Хамзат, вопрос, конечно, интересный. До выборов в Штатах вот такое положение ни войны, ни мира, в том плане, что позиционная война, да, на Украине она сохранится, Запад будет стараться, чтобы Россия как можно меньше отвоевала территории, но при этом мы видим, что украинский людской ресурс тает. Европа время от времени своему населению кидает пугалка через свои же СМИ о том, что вот, мол, русские идут, может быть, что-то плохо. Вряд ли, нет. Характер действий России таков, что она всегда отвечает, чаще, точнее, отвечает, чем если бы она вела агрессивную политику. Именно поэтому на России нет крови колониализма, каких-то массовых геноцидных действий, чтобы народы все истреблялись. Да, были войны, понятно, в том числе Кавказской. Но больше провокаций и желания как можно получше оттяпать от России было у Европы. Поэтому России придется собраться силами, конечно же, как можно сильнее, лучше, активнее развивать свои отношения с арабским миром, который все-таки, слава богу, надеюсь, понял, что лучше балансировать как минимум. Если уже не дружить с Россией, хотя бы балансировать, не отдаваться полностью западному миру. Он себя показал на примере с Израилем, когда мы видим, что арабский мир по факту не способен, что бы то ни было, мирное, решительно принести для того, чтобы палестинский народ не страдал. Он просто смотрит на то, что происходит на этом клочке земли, он такой очень небольшой, как мы знаем, да? Где израильская военщина вытворяет все, что ей вздумается. В этой связи, я думаю, большая помощь была бы со стороны России уместна, хотя бы в виде миротворческих сил. Вопрос тяжелый очень, потому что будущее, конечно, мы не знаем, но предположу, Поживем и видим. что все-таки Россия способна будет вынести это. Потому что самые тяжелые моменты жизни эта страна выносила, стоически выдерживая все испытания. Ну, посмотрите, например, на блокадный Ленинград. Если пример вот такого, скажем, сопротивления врагу, может, есть, но я не знаю. Это о чем говорит? О духе этой страны. Владимир Ресул, за время и за то, что вы есть. Я напоминаю нашим зрителям, что у нас в гостях был Жамбулат Сардалов, и мы говорили об отношении России и Запада. Ассаламу алейкум, Ади Кевел.